Сегодняшнюю программу мы находимся в Сократителе Победы, где проходит очередной городской конкурс исполнителей бального танца. Рядом со мной находится Василий и Татьяна Мамалыги. В общем-то, усилиями этих людей был создан искусство бального танца в нашем городе. И вот, как результат, очередной конкурс бального танца. Я обращаюсь к Татьяне Васильевне. Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, вот, начиная с 84 года, да, или с 83-го? Да, с 84-го. С 84 года наши люди проходят конкурсы. Они как-то, казалось бы, по своей направленности должны идти как-то вверх, в гору развиваться. Они все, один год они лучше, другой год хуже. От чего это зависит? Ну, это, не знаю, наверное, зависит не только от нас, не только от нашего коллектива, но и от нашего, так сказать, те, от кого мы зависим, от кого зависит наш ДК. Вот в прошлом году мы нашли спонсора для нашего конкурса, а в этом году нет. Поэтому то, что, так сказать, для нас смогло сделать наш ДК, то и получилось. Ну, может быть, Василий Александрович, он в этом... Василий Александрович, от кого зависит развитие бального танца? Ну, я имею в виду не вот от исполнителей и вас, руководителей, а конкретно от материальной базы. От кого зависит? Прежде всего, естественно, от руководства дворца, это как непосредственно нашего начальника, нашего организатора. Во-вторых, и не в последнюю очередь, это руководство нашего комбината. В общем-то, мы не можем жаловаться, исходя из итогов работы по прошлым годам. В этом году просто, видимо, связано с состоянием настоящей экономики в стране, не только в стране, но и, в общем-то, в частности, и в нашем городе. Поэтому мы постарались приложить все усилия для того, чтобы он прошел, пусть камерно, но хорошо. Я вот смотрю, сегодняшний конкурс судят люди, которые еще совсем недавно пришли в ваш ансамбль, начали заниматься в школе бального танца, а сегодня они уже выступают в качестве жюри. Как вот вы расцените, на сегодняшнем конкурсе были какие-то находки или все, как вот вы предполагали, так и оно и получилось? Нет, многое для меня лично было неожиданно, многое неожиданно было для родителей по итогам конкурса. И плюс ко всему еще, отвечая на первую часть вопроса, можно сказать следующее. Наша цель, Татьяна Васильевна, прежде всего заключается не в том, чтобы воспитывать танцоров, штамповать, как говорится, мастеров, а прежде всего в том, чтобы вырастить людей, которые смогут заняться той же работой, которой занимаемся и мы. Итог налицо. Основная масса наших участников, старшая группа, учится в заочном университете искусств Министерства культуры Саха СССР. И сейчас частично уже работает преподавателями бального танца. Это большой успех. Следующий танец конкурсной программы быстрый, прошу прощения, джайв, рок-н-ролл.
конкурсе? Да, Как тебя зовут? Настя Машкова. Настя Башкова? Да. А какое ты место заняла? Сама не знаю. Сама не знаешь. А ты давно уже занимаешься? Давно. Давно? Да. Ну ты, наверное, будешь артисткой? Не знаю. Тебе нравится заниматься? Да. А кто у тебя партнер? С кем ты танцуешь? У меня Руслан. потом- Руслан? Да. Ну как тебе нравится партнер? Да. Да? На первое место скоро займешь? Не знаю. Не знаешь? Да? Ну, Ну давай, удачи тебе. спасибо. Следующий танец ча-ча-ча. Кубинский танец ча-ча-ча. Oh no, I want to dance my Обратите внимание, как там начинается играть друг друга. Один из членов жюри в свободное от бального танца время занимает престижные места в конкурсе «Мисс Красавец». Мы беседуем с вице-мисс Красавец города Неринга Лилия. Лилия, скажи, пожалуйста, вот ты начинала танцевать в этом ансамбле, а сейчас тут уже в жюри сама оцениваешь. Тебе не грустно вот то, что ты уже как-то, может, не танцуешь, а вот уже где-то оцениваешь? Мне, конечно, очень грустно, Кстати, почему ты не танцуешь? потому что у меня нет партнера. А давай обратимся через канал нашу программу «Добрый вечер, Неринг» и подыщем тебе такого стоящего партнера. Наверное, ради этого стоит провести конкурс среди юношей нашего города, чтобы кто-нибудь, кто займет первое место, был твоим партнером. Ты согласна на это? Конечно, согласна. Удачи! Неожиданно, нежданно-негаданно, как снег на голову, свалилась в прямом смысле этого слова на нас лампада.